11 мая прошла встреча политических сил страны с членами правительства. Министры развернуто ответили на острые вопросы, интересующие общественность. Сегодня в выпуске вы узнаете о социальных и экономических реформах 2020-2023 годов. Наши граждане должны услышать все то, что происходит, какие были проведены экономические реформы, что планируется, что сделано, какая сейчас ситуация, объективная ситуация. Мы спросим дальше по всем таким основным горячим вопросам, которые общество наше волнует. Вопросы относительно обещанных реформ. Реформы в стране проводятся, и они незамеченными быть не могут. Я начну с того, что дам небольшую статистическую информацию, потому что цифры говорят немного об обратном, и в обращении оппозиции как раз сделан акцент на то, что отсутствует реальный экономический рост. Соответственно, этими обусловлены, как утверждают представители оппозиции, ничего в экономике не происходит. Это, конечно, не так, поэтому я приступлю к своей информации. Конечно, нельзя не отметить, что в период 2020-2022 года в республике, как и во всем мире, боролись с коронавирусной инфекцией. Несмотря на негативные последствия для экономики, которые были вызваны введенными в этот период ограничениями и снижениями деятельности в экономической сфере, тем не менее удалось достигнуть повышенных экономических показателей. Об уровне экономического роста в республике свидетельствуют следующие фактические показатели. Я буду в качестве точки отсчета брать показатели 2019 года и, соответственно, фактические показатели 2020 года. Объем ВВП в 2019 году составлял 34,8 миллиардов рублей, по факту 2022 года 45,8 миллиардов рублей. Совокупный объем производства товаров, работы и услуг в 2019 году составлял 46,3 миллиарда рублей, в 2022 – 71,3 миллиарда рублей. Государственный бюджет Республики Абхазия, общий, я сейчас говорю, не делю его на собственные доходы, потому что об этом скажет Владимир Валерьевич, я думаю, так будет правильно, составлял 10,1 миллиард рублей, в 2022 достиг уровня 13,7 миллиардов рублей. И здесь важно отметить, что в основном за счет собственных доходов. Объем промышленного производства, на это, кстати, тоже обращалось внимание, в 2019 году составлял 6,3 миллиарда, а в 2022 году 7,1 миллиард. Могу сказать, что несмотря на то, что показатель выше, тем не менее, вот в период 2021-2022 год был, конечно, снижен объем экспорта продукции, алкогольной продукции в Российскую Федерацию, и, конечно, это повлияло на показатель, тем не менее, рост заметен. Объем внешней экономической деятельности в 2019 году составлял 25,9 миллиардов рублей, в 2022 – 39,9 миллиардов рублей. При этом экспорт 5,9 составлял около 6 миллиардов, в 2022 году он составил 7 миллиардов, прирост составил 2 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал составляли 3,5 миллиардов рублей, достигли уровня 6,3 миллиардов в 2022 году. Приведенные в таблице показатели свидетельствуют о положительной динамике экономических показателей, то есть объем ВВП вырос на 31%, инвестиции в основной капитал практически на 3 миллиарда рублей, рост фактических показателей собственных доходов государственного бюджета также вырос за 3 года на 3 миллиарда рублей, и внешний экономический оборот вырос сразу на 14 миллиардов рублей. Тем не менее, мы, конечно, не говорим, что это великие достижения, и цели достигнуты. Конечно, в этом смысле есть много направлений, которые пока еще не охвачены, и в этом направлении мы работаем. Одним из основных направлений является легализация заработной платы, которая фактически выплачивается в сфере экономики, об этом все прекрасно знают. И в этом смысле правительством был инициирован
законопроект, который депутатами 6-го созыва был поддержан, и мы, значит, ввели нижний предел заработной платы, который должен выплачиваться в сфере экономики. Таким образом, значит, установлен минимальный размер заработной платы для субъектов экономики, которые выплачивают заработную плату в размере 10 тысяч рублей. Хочу сказать, что ранее такой минимальный размер оплаты труда составлял 5 тысяч рублей, был введен еще в 2005 году. Что это нам даст? Это нам позволит увеличить доходы, поступления подоходного налога в бюджет и отчисления в социальные фонды. Соответственно, безусловно, как основной фонд, это пенсионный фонд, который получит соответствующие ресурсы. Кроме того, надо сказать, что впервые утверждена государственная программа социально-экономического развития до 2025 года. Президентом она была подписана в 2021 году в рамках утвержденной стратегии. Программа предусматривает целый комплекс мероприятий и реформ, направленных на, значит, на развитие экономики. Среди основных направлений это реформы в сфере энергетики, реформы в сфере бюджетного устройства, статистики, значит, реформирование других сфер деятельности, я имею в виду гуманитарную, но они, наверное, о своих блоках сами расскажут, и ряд других направлений. Самые главные ключевые показатели, которые должны быть достигнуты в рамках реализации программы, это рост ВВП страны не менее чем на 20%, рост государственного бюджета на 30% и рост заработной платы в целом по экономике, который должен быть достигнут в 2025 году в размере 40 тысяч рублей. Далее, конечно, необходимо отметить, что соглашение предусматривает, программа предусматривает софинансирование российской стороной части мероприятий, которые предусмотрены программой. И в целях реализации этих направлений в августе 2022 года было подписано соответствующее соглашение межправительственное, которое определяет параметры финансирования. И, соответственно, следуя логике этого соглашения и согласованных с российской стороной объемов финансирования, мы реализуем эти мероприятия. Важно отметить, что впервые у нас в рамках, значит, софинансирования российской стороной мероприятий, которые реализуются в республике, также предусмотрены меры господдержки отраслей экономики, непосредственно субъектов экономики и малого и среднего бизнеса. В этом году предусмотрены 76 миллионов на реализацию программы. Как раз Министерство экономики сейчас завершает, значит, мероприятие по отбору заявок и будет проводить, соответственно, заседание комиссии по определению объемов и параметров оказания такой помощи. Хочу сказать, что в 2023 году, в первом квартале, был утвержден новый таможенный тариф, который также позволит нам увеличить поступление доходов в бюджет от внешнеэкономической деятельности. На наш взгляд, правильное направление. В этой сфере у нас также проводится законодательная реформа в рамках программы гармонизации, которая предусматривает, значит, использование нового, значит, товарной номенклатуры Евразийского экономического союза. Хочу обратить внимание, что одним из важных направлений, ключевых, и это отмечено практически во всех программах, которые утверждались до, значит, 2020 года и уже в наш период, мы завершаем в этом году все мероприятия по разработке и внедрению автоматизированной системы кадастра учета объектов недвижимости. Это мероприятие было начато еще в 2010 году, но, к сожалению, в период 2015-2019 года по каким-то обстоятельствам это мероприятие было приостановлено, мероприятия не проводились. Но в 2023 году мы завершаем, значит, все необходимые мероприятия по ее внедрению. В 2024 году у нас, соответственно, будет работать такая система. Также ведутся мероприятия по, значит, обеспечению современных методов управления. Это, значит, электронная система документооборота. У нас сейчас профильный комитет занимается, значит, реализацией государственной целевой программы. Определены параметры ее финансирования на 3 года. Это позволит, конечно, улучшить качество администрирования
системы управления. Также хочу отметить, что мы, в принципе, это неоднократно озвучивали. У нас проводятся комплексные мероприятия по привлечению инвестиций в экономику республики, так как собственных средств, конечно, на развитие экономики не хватает, и банковская система, несмотря на значительное увеличение кредитного портфеля, тем не менее не может обеспечивать потребности экономики. Поэтому проводятся определенные реформы в законодательстве, которое должно регулировать возможность более комплексного и масштабного привлечения инвестиций в экономику. И в этой сфере мы, конечно, надеемся на поддержку наших организаций, общественных организаций, которые понимают степень важности инвестиций в экономике любой страны, и Абхазия в этом смысле, конечно, не исключение. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, инициированных президентом Республики Абхазия. И, как вы знаете, один из основных, ключевых – это возможность возобновления авиасообщения с Российской Федерацией, подготовлены соответствующие проекты нормативных актов и проект межправительственного соглашения, который позволит нам привлечь инвестиции в реконструкцию аэропорта и позволит нам обеспечить деятельность аэропорта и возобновить, значит, авиасообщение с Российской Федерацией. Очень масштабный, тяжелый проект, но мы надеемся, что этот проект будет реализован. Фактически мы сейчас находимся на финальной стадии подготовки всех документов. Проект межправительственного соглашения уже внесен в правительство Российской Федерации, и мы ожидаем, что выйдет соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации, которое позволит нам его подписать, уже впоследствии определить инвестора и непосредственно приступить к мероприятиям по реконструкции аэропорта. Одним из ключевых направлений в этой сфере, в экономической сфере инвестиционной политики является также возможность использования альтернативных источников генерации, который позволит нам в перспективе, значит, решить вопросы дефицита электроэнергии. Несмотря на имеющиеся очень большие сложности в сфере энергетики, которые накопились десятилетиями, мы инициировали вопрос разработки генеральной схемы газификации, которая, значит, содержит в себе информацию об анализе, значит, потребления электроэнергии республики и потребностей Республики Абхазия в соответствующих источников. Учитывая те аналитические данные, которые подготовлены были специалистами, у нас в перспективе дефицит электроэнергии неизбежен, даже в том случае, если нам удастся реализовать все начатые мероприятия. Поэтому одним из основных направлений реализации этого инвестиционного проекта является возможность получения альтернативного источника генерации на перспективу удовлетворения спроса в период до 20 лет. Значит, удалось улучшить качество подготовки проектно-сметной документации и своевременное ее представление в государственную экспертизу для того, чтобы мероприятия по освоению средств финансовой помощи в рамках инвестпрограмм были начаты, значит, на 2-3 месяца ранее, чем это было в прошлые годы. То есть на данный момент мы практически исключили претензии российской стороны о несвоевременности абхазской стороны предоставления необходимой документации в качестве обоснования сумм финансирования. Да, еще один вопрос. Вот есть такое утверждение по поводу 10 миллиардов в качестве инвестагентства, да, через инвестагентство оно проходит. Что с этими деньгами? Да, извините, я как-то на это не обратила внимания. Да, значит, люди интересуются, спрашивают. Значит, в рамках программы соцэкономразвития, значит, и проработки данного вопроса по инициативе президента Республики Абхазия был проработан вопрос возможности использования, значит, кредитных ресурсов на льготных условиях для развития экономики Республики Абхазия в рамках программы льготного кредитования с участием российских банков. Значит, предварительно, да, параметры такой возможной помощи были определены в пределах до 10 миллиардов рублей. На данный момент пока еще те проекты, которые были представлены и направлены в Министерство экономики и были направлены российской стороне, пока еще в проработке. И в данной ситуации
ситуации у нас нет каких-то ограничений по тому, кто может быть инициатором проектов и какие проекты могут быть направлены. Проекты могут быть направлены из любой сферы, но в основном это производство, туристическая сфера и сельское хозяйство. Это очень важный ресурс, который, безусловно, позволит нам увеличить количество рабочих мест и, соответственно, создать субъекты налогообложения. В эфире Абхазского телевидения 17 мая смотрите отчет об экономических показателях, экспорте, законопроекте об апартотелях, а также обсуждение демографического баланса и других не менее важных вопросов.